Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем вебинар, посвященный созданию условий для успешной социализации дошкольника в поликультурном образовательном пространстве детского сада. А, Напоминаю, что наш вебинар носит информационный характер, поэтому мы сегодня останавливаемся только на некоторых основных моментах, на которых следовало бы уделить внимание при рассмотрении данного вопроса в дошкольном образовании. Напоминаем также, что во многих нормативно-правовых документах сейчас все больше и больше внимания уделяется этому вопросу. Например, в самом нашем известном документе это Конституция Российской Федерации. Также в последних посланиях президента все больше и больше внимания уделяется уважению родному языку, также знакомству с другими самобытными культурами, с многообразием нашего многокультурного мира. Отдельно у нас выделяется концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. И здесь мы можем увидеть базовые ценности российского народа. И сразу подчеркиваем, да, разнообразие, многообразие народа Российской Федерации. Поэтому во многих-многих документах все больше внимания уделяется этому. Кроме того, следует отметить, что ранее поликультурное образование, оно является таким предшественником ранней профориентации детей дошкольного возраста. И мы можем заметить, что если дети очень быстро усваивают другие языки, других народов, другие культуры, то в перспективе эти дети могут быть и будущими переводчиками, культурологами, журналистами, в том числе в других странах, послами и овладеть многими другими профессиями будет гораздо проще. Что же касается вообще в целом нашей темы, то здесь мы должны обратить внимание сразу на то, что такое социализация. То есть это процесс вхождения человека в среду через овладение различными нормами, правилами, ценностями, знаниями, которыми позволяют ему в дальнейшем, в общем-то, успешно продолжать свою жизнедеятельность. А если речь идет о поликультурном пространстве, то здесь нам следует помнить, что это социальная среда, которая отражает все многообразие культур и способствует взаимодействию всех участников данного взаимодействия. Поликультурное воспитание, то есть это процесс, который позволяет сформировать человека, способного к деятельности в поликультурной многонациональной среде, то есть он не будет ущемлен сам, да, не будет ущемлять другие интересы разнообразных культур и, в общем-то, сможет найти взаимопонимание с другими людьми. Ну и это такая своеобразная подготовка к жизни в полиэтническом обществе. Можно также встретить термин поликультуризм. То есть это концепция культуры в целом, да, и образования, которая провозглашает равенство всех наций, всех представителей народа, различных этносов. И здесь, конечно, следует отметить, что даже в нашей Российской Федерации проживает огромное количество различных национальностей. Поэтому тема очень актуальна. Мы представляем вам схему, которая наглядно позволит оценить, насколько разнообразен наш мир и с чего необходимо начинать образование детей, поликультурное образование детей дошкольного возраста. То есть самое первое, с чем мы знакомим детей, это с этнической культурой, то есть с культурой того народа, к которому он сам относится. Ну, допустим, культурой коми-народа или культурой русского народа. Если данная культура освоена, то мы можем продолжить ознакомление в более широком плане. Ну, вот вы видите зеленое поле, это национально-региональная культура, точнее национально-территориальная культура. То есть наша территория, это наша республика Коми, где представлено большое разнообразие различных национальностей. То есть у нас, хоть и мы условно так и говорим, что русские и коми, да, но на самом деле у нас и живут и азербайджанцы, и грузины, и представители Казахстана, Узбекистана, то есть они все представители разных народов, разных культур, владеют разными языками, и, следовательно, на этом мы уже не можем не обратить своего внимания.
потому что дети постоянно взаимодействуют с разными с детьми той или иной национальности. Что касается дальше расширения кругозора детей, то это мы переходим в целом к нашей Российской Федерации. И здесь представленность культур то же самое, что ни на есть разнообразная. У нас Россия большой протяженности и много различных национальностей мы здесь встречаем. Ну и в целом дальше мы переходим к мировой культуре, то есть каким образом в мире взаимодействуют различные культуры, да, что у них есть особенного, можем ли мы перенять какие-то особенности той или иной культуры, будет ли это приемлемо в нашей образовательной среде, вообще в нашем регионе. Много вопросов здесь, конечно, у детей возникает, и тематика им всегда интересна. Этапы поликультурного становления. Ну, первое, что мы видим, это непротивление многокультурному многообразию. То есть, когда мы а, спокойно вообще можем видеть представителя другой культуры и не противимся тому, что он присутствует рядом с нами. То есть мы, так скажем, там познаем просто его, как он выглядит, как он себя ведет, как он разговаривает, и при этом мы не испытываем негативных чувств к этому человеку, мы просто так с интересом к нему присматриваемся. То, что касается второго пункта, это познание конкретных культур. То есть нас этот человек уже заинтересовал, и мы начинаем в целом интересоваться его особенностями уже как представителя той или иной культуры, того или иного народа, начинаем более глубоко изучать особенности, традиции, кухни, различные праздники тех или иных народов, того или иного народа, конкретного народа, да, мы берем здесь, ну, допустим, представителя коми народа. Дальше признание другого, то есть мы признаем уже, что вообще у нас есть представители других народов, и мы видим, что, оказывается, такой представитель не один, а их достаточно много, и мы можем перейти к следующему пункту, это принятие многогранности культурного мира, когда, допустим, в нашем детском саду посещают дети наш детский сад, точнее, могут посещать дети различных национальностей, и сейчас мы это активно встречаем в наших детских садах, поэтому детки уже буквально с раннего возраста знакомятся с этим многообразием культур. Ну и проявляют, естественно, к ним заинтересованность и начинают побольше хотеть узнать о той или иной культуре. И, конечно, здесь на помощь приходят и взрослые, и другие дети, которые, допустим, более старшего возраста и могут немножко нам объяснить, как взаимодействовать с той или иной культурой, да, какие есть особенности, что для одних хорошо, что для других кажется не очень хорошо, какие традиции есть в той или иной культуре, может быть, даже какая кухня интереснее, да, или, может быть, более острее, или наоборот. Но здесь вариаций может быть самое огромное количество. Ну и когда уже ребенок начинает более-менее общаться с представителями детского сообщества, он может выйти на другое взаимодействие вместе со взрослыми. Это межкультурное взаимодействие. То есть диалог может завязать, например, с родителем ребенка другой национальности. И также могут пообщаться по поводу, какие ценности у них есть, какие ценности есть других народов. То есть приступают в открытый диалог. Ой, перешагнула, по-моему, да? Да. Я уже сказала о том, что дети посещают детский сад самое что ни на есть разнообразные. Кроме того, эта тема еще интересна и актуальна тем, что родители сейчас выезжают на отдых вместе с детьми в различные страны. И дети, конечно, встречают людей различных национальностей, поэтому с различной культурой и могут воочию с ней познакомиться. Не всегда родители отдают должное отношение к той или иной культуре, просто выезжают отдыхать. Но вот здесь на помощь может прийти воспитатель, который может заострить внимание на этой теме, на отдыхе детей в конкретной стране и, допустим, подробнее в проектах познакомиться с культурой того или иного народа. Кроме того, можно обратить внимание, что у нас создаются различные кафе, рестораны, места питания, допустим, с узбекской, грузинской кухней. Также продаются
продукты питания из различных уголков мира, мультфильмы у нас самые что ни на есть разнообразные. То есть, в принципе-то, в окружающей среде можно на много какие факторы обратить внимание, которые нам кажутся уже такими повседневными и, наверное, уже, может, даже, как сказать так, приевшимися, да, что мы настолько привыкли и не обращаем на них внимания. На самом деле, если приглядеться, поликультура нас окружает фактически везде. Если вспоминать федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, то здесь мы тоже можем увидеть, что необходимо знакомить детей с социокультурными нормами, да, с теми, которые ему близки, но поскольку дети различных национальностей посещают детский сад, то здесь и нормы, и традиции будут тоже совершенно разные, поэтому сюда же сразу включится и поликультурное образование. Учет этнокультурной ситуации развития детей, то есть в какой этнической среде ребенок проживает. Ну и самые современные программы дошкольного образования размещены на сайте Федерального института развития образования в навигаторе образовательных программ. В комплексных программах не во всех уделяется такое внимание, открытым текстом, скажем так, не говорится в них, только в некоторых программах. И поэтому воспитателю, ну так, самому приходится иногда на это обращать внимание и искать, что же подходит к этому моменту, что же не подходит. Есть некоторые парциальные программы, и давайте мы сегодня на некоторых из них остановимся, где чуть-чуть более подробно раскрываются данные моменты, чтобы вы тоже были в курсе. Программа комплексная, которая называется «Мир открытий». Здесь есть отдельное приложение «Мультикультурный подход». Сразу оговорюсь, что авторы, вот данные подразделы, которые у меня черным шрифтом выделены, жирным, не выделяют, это просто наше видение такое. А самое главное здесь, это, наверное, обратить внимание вообще на лозунг данной программы. Мы все равные, но мы все разные. То есть здесь такое идет нахождение сходства и различия между людьми различных национальностей во всех аспектах, да. То есть это и физические какие-то качества, внешние, эмоциональные проявления. Ну, допустим, если сравнивать итальянцев и русских, да, здесь тоже итальянцы, конечно, у них более темпераментные, наши южные народы тоже очень более темпераментные, поэтому и в эмоциональной сфере это вы, конечно, сразу можете увидеть. Но по многим моментам можно сравнить детей, да, но именно вот не с точки зрения того, что это хорошо или это плохо, все хорошо, но просто в зависимости от различных этнических и национальных особенностей. Что здесь необходимо в работе с детьми учесть? Что необходимо научить детей, во-первых, слушать, да, и слышать другого вне зависимости от того, как он выглядит, что он говорит, что он делает. Ну, учет возрастных особенностей, естественно, здесь необходимо учитывать. Знакомство с традициями различного народа, здесь нам помогут и различные произведения искусства, и литература. Много рассказов, много сказок различных народов мы с вами используем в повседневной жизни, но не всегда обращаем внимание, да, на то, что это именно сказка составлена тем или иным народом. Нам главное вот обычно содержательная сторона данной сказки. Обращаем мы обычно в сказках внимание на нравственные какие-то ценности и качества, да, а на самом деле здесь еще глубокая такая составляющая поликультуры. Почему именно в этом народе была составлена та или иная сказка? Это, наверное, повод даже самим взрослым задуматься над этим. Что еще используется в данной программе для достижения такого поликультурного образования? То есть это и узнаем мы о традициях, обычаях народа, предлагаем рассматривать различные сувениры, но сувениры должны быть именно вот такие, наверное, как сказать, именно почти что авторские, да, авторские в кавычках, именно которые отражают национальную культуру данного народа. Иногда мы приезжаем в другую страну, значит, смотрим вроде сувенир, посвященный данной культуре, а на самом деле переворачиваем, а там производство Китай. Тогда возникает вопрос, какое отношение имеет тот или иной сувенир именно к национальным особенностям той или иной культуры. Также мы можем попробовать или увидеть посредством интернета, да, различные блюда культур народов и Российской Федерации, и в целом мира.
посмотреть, допустим, средства видеосвязи, интернета позволяют нам посмотреть на различные особенности, на различные танцы народов мира, также посмотреть то, чего мы не можем в реальной жизни увидеть. Но это если только в том случае, если ваши дети действительно заинтересуются культурой другого народа, может быть, сами спросят о чем-то. Да, это же программа, и здесь я уже оговаривала о том, что можно разучить различные танцы, да, а также здесь уделяется внимание на том, что можно сравнить различные дома. То есть дом какой в республике Коми и какие дома, допустим, в других странах, если дети туда выезжают. Почему именно такие дома? Да, ну, даже если выехать, допустим, в среднюю полосу или на юг России, то вы сразу сами заметите, что место жительства очень сильно меняется в зависимости от климатических условий, и жизнь народа тоже меняется, поэтому здесь деткам тоже необходимо об этом говорить. Что еще используется? Обязательно в данной программе уделяется большое внимание родителям. То есть родители такие носители различной информации, и они могут познакомить детей с различными странами. Поэтому можно активно вовлекать их в различные проекты, посвященные поликультурному образованию или, допустим, изучению различных народов мира. Следующая программа, она тоже комплексная, и здесь нам интересно приложение, программа «Истоки обучения второму языку». И данная программа подразумевает использование различных вариаций. И, допустим, здесь предлагаются 4 вариации. Это для изучения программы и русского языка как государственного для представителей различных языковых меньшинств и детей-мигрантов. То есть, конечно, здесь следует уделить огромное внимание вообще пониманию речи русской, да, для детей-мигрантов, и хотя бы минимальные слова дети должны изначально научиться ну, изучать, их необходимо, да. И в таком случае здесь наверное, большая часть работы будет уделена именно изучению русского языка. Больше времени придется на это потратить, то есть объем временной будет гораздо выше. Второе направление, точнее, второй вариант использования данной программы – это и обучение языкам титульных наций и национальным языкам компактно проживающих коренных народов России. Ну, у нас компактно проживающие коренные народы, да, их не так уж много, как правило, они все проживают на северах Российской Федерации, поэтому, когда они пользуются своим языком, то не всегда уделяется внимание русскому языку, поэтому здесь тоже практически как для детей-мигрантов приходится работать. И третий вариант – это обучение иностранным языкам, то есть когда свой русский язык, он знаком хорошо детям, да, и второй язык, который они будут изучать, это иностранный, любой, который может детский сад предложить. Четвертый вариант – это ситуация двуязычия, когда дети активно пользуются двумя языками, допустим, коми-языком и русским языком, и осваивать должны и тот, и другой язык, поскольку это соответствует нашей республике, во-первых, да, во-вторых, соответствует их этнокультурным особенностям, и это приветствуется в той или иной семье. Ну и, как мы уже говорили, что в зависимости от того, какой вид вот из этих 4 представленных вариаций использования программы мы берем, то объем часов на изучение второго языка, он будет самый что ни на есть разнообразный. И может проводиться как один раз в неделю, так и несколько раз в неделю. Временной промежуток от 15 до 30 минут, здесь уже в зависимости от той или иной возрастной группы. Но и здесь следует помнить, что нельзя пропускать этапы, такие как введение базовой лексики, то есть основные слова, которые должны использоваться в том или ином языке, знание фонем, то есть звуков того или иного языка, правильного их употребления, и задание образцов устной речи. То есть мы должны задавать
образцы правильного употребления речи определенного языка, да, то есть либо русской правильной речи, либо коми правильной речи, либо если мы берем другие иностранные языки, то значит других иностранных языков. Ну и программа предполагает диалог различных культур, диалог различных поколений. То есть, в принципе, в обучении второму языку могут привлекаться абсолютно люди любых национальностей, если таковые нам необходимы, да, и люди различных поколений. Бабушки, дедушки вполне могут принимать участие в реализации данной программы. Еще одна программа, тоже комплексная, но она предполагается использование ее для детей раннего возраста, то есть от 2 месяцев до 3 лет. И конкретно здесь есть приложение «Двуязычие в раннем возрасте». Опять же, оговоримся, что авторы не выделяют данных подразделов, выделяем их мы, чтобы вы на это обратили внимание. В программе, точнее в приложении к программе говорится об актуальности использования двуязычия в раннем детстве, то есть чем раньше дети начинают знакомиться со вторым языком, тем быстрее усваивается языковая культура детей и быстрее обогащается их речь. Особенности, прописанные детского возраста в данном случае, то есть каким образом дети двуязычные начинают понимать язык другой культуры, да, точнее, второй язык, и как они осваивают его вообще. И здесь необходимо обратить внимание на то, что дети не всегда могут пользоваться вторым языком, то есть они не всегда озвучивают те или иные слова, но когда вы им что-то говорите, то они понимают, о чем идет речь. Если вы что-то предложите им найти, посмотреть, то они активно начинают выполнять те или иные действия, которые вы запрашиваете. Это уже говорит о том, что понимание речи детей, неважно какому языку вы учите, да, в рамках двуязычия, то есть понимание данной речи уже есть. Ну и если говорить об особенностях двуязычного воспитания, здесь нужно помнить о том, что речевой поток должен быть адаптирован для детей. То есть дети должны понимать те слова, которые вы к ним используете. Также используем мы повторение, то есть и мы повторяем по несколько раз, и детки повторяют за нами те или иные слова. Может быть, если могут, уже фразы повторяют, дополнение, если возможно, пересказывание, рассказывание. Но тут все зависит от того, насколько дети владеют речью к определенному периоду. Также используется чтение книг, просмотр мультфильмов, и, может быть, даже иногда без перевода. Да? Сейчас очень много мультфильмов, которые переведены на коми-язык, и детьми они также активно воспринимаются, и, в общем-то, без слов все понятно и так. А иногда, и если это видеофильм показывается на другом языке, но ребенку знаком русский текст, то детям тоже становится все понятно, и они активно реагируют на данные произведения. В Республике Коми хочется отметить, что ведется работа и по этнокультурному образованию дошкольников, и по поликультурному образованию детей. В этнокультурном плане мы обращаем внимание на ознакомление с культурой Коми народа, с традициями, кухней, праздниками. Вот создаются в детских садах различные музеи, дети выходят на различные экскурсии. Кроме того, по возможности детей обучают коми-языку. Конечно, здесь обращается внимание на то, чтобы педагог сам хорошо владел коми-языком. Точно так же создаются различные инновационные республиканские площадки и опорно-методические ресурсные центры, где где не только ведется работа с детьми в данном направлении, но и активно проводится работа для того, чтобы в дальнейшем данный ценный опыт транслировался на всю республику, ну и за пределы ее. Поликультурному образованию, как мы уже говорили, то работа тоже ведется, не всегда она, конечно, так называется, но на самом деле работа по ознакомлению с национальностями ведется практически во всех наших детских садах, и мы знакомим детей в рамках познавательной деятельности, познавательного развития.
Список литературы мы вам представляем. Если вам необходимо познакомиться более подробно с той или иной тематикой, да, точнее, с данной тематикой, вы можете потом познакомиться самостоятельно. Спасибо всем за внимание. Напоминаем, что вебинар носил информационный характер.